В начале пресс-конференции председатель Союза ветеранов и граждан Абхазии Аяйра Вианор Ашбам выразил надежду, что депутаты парламента при рассмотрении законопроекта по ратификации соглашения о передаче в собственность Российской Федерации государственной дачи в Пицунде будут руководствоваться Конституцией Абхазии. Весь корпус депутатов, они являются из числа почти из молодых. Я считаю, что они являются патриотами своей страны. Я считаю, что они примут правильное решение, не нарушая Конституцию закона Абхазии. И Конституция закона Абхазии в 1992-1993 годах, я могу уверенно сказать, что она была вписана, почти можно сказать, что в кровью. Я думаю, что они учтут это во внимание, думаю, что сделают правильное решение. Я считаю, что мы будем делать, это вопрос, конечно, уже чуть позже, наверное. Будем настаивать о том, что соглашение этого ратификации, чтобы не было принято нарушение Конституции закона Абхазии. Вианор Ашба также сообщил, что планировалась встреча общественности с президентом. По его словам, соответствующие переговоры велись с администрацией президента, но результата пока нет. Решалось это долго. Вчера мы окончательный результат услышали. Сперва президент хотел в закрытом формате встретиться с общественностью, с оппозицией. Мы сказали, что у нас нету скрытность. Президент должен быть для народа, для каждого ее гражданина, кто бы он ни был, даже в одном числе, он должен быть открытым для общества. Мы настаивали о том, что была пресс-конференция с открытым с приглашением журналистами и телевидением. Когда озвучили, кто пойдет навстречу, там было уже ограничено 5 человек, с нашей стороны, как заявили со стороны власти, 5 человек, и среди общественности 5 человек. Когда были озвучены фамилии, кто будет принимать участие в общественной палате, в том числе я входил в в список как общественник, не как оппозиционного блока. Я еще раз повторяю, что мы не являемся оппозиционным блоком, мы являемся общественной организацией объединений. Когда услышали, кто идет, и в основном был блок из героев Абхазии, которые идут там 5 человек, были такое услышаны: вы что там, провокацией хотите заниматься? Это услышали от властей. То есть наши встречи с президентом, я считаю, что игнорировал наши встречи и не состоялся с общественностью. То есть власть отказалась встретиться с нами. Вианор Ашба рассказал и об итогах встречи с послом Российской Федерации Михаилом Шургалиным, которая прошла в закрытом формате в пресс-центре МИД Абхазии. Ну и был лично задан вопрос, поменяется ли взаимоотношения между Россией и Абхазией, дружеская страна, если не будет соглашение подписано Пицунского. Одна из тем, которые, но еще я хочу потом вернуться в других темах, он сказал, нет, никаким образом не поменяется отношения Российской Федерации и Абхазии. Тут как было заключено 2008-2014 года, соглашение, она будет, то есть в рамках договора. И хочу вернуться насчет Пицунского передачи госдачи. Это одна из тех, которые поставлены властью, это главой государства, а также его окружающие. Это как типа предлог, можно сказать, с переходом, а остальное, в принципе, сдачи важно главных государственных инженерное сооружение и стратегическое значение, которое имеет это как порт, как аэропорт, как электроэнергия. После тайное соглашение, которое провел глава государства в Москве, я, в принципе, хотел бы обратить внимание моим же боевым друзьям, а также юристам, где имел ли президент государства республики, знающий Конституцию закона, что есть, он должен знать, он принял присягу, он должен был знать о нарушении Конституции закона. И он, в принципе, нарушая Конституцию закона, он подписывает о соглашении более важных стратегических значений, которые очень важны для государства Республики Абхазия. Сопредседатель Союза ветеранов и граждан Абхазии Аяйра Вадим Мироненко рассказал, что слухи об антироссийских настроениях в их союзе не соответствуют действительности. Основываясь опять-таки на слухи, что якобы мы там националистическая какая-то организация, которая против России, против союза с Россией. Ну, я вам скажу, как русский человек в этой стране, это ложь. Мы интернациональная организация, у нас нет здесь ни вероисповедания, ни национальности. Мы братья все сестры, мы в одной стране живем. Хотел бы сказать, что если люди, которые говорят, что мы против России, что они сделали для России, это раз. Я один из первых
и последних, кто был в Крыму и повел туда людей. Вот. С Крыма начиная, я лично, как русский человек, всегда за Россию. Вианор Григорьевич все 9 лет, командир батальона «Горец», стоит рядом. Попросил бы просто не говорить людям ради своих интересов такие вещи, что мы якобы антироссийская организация. Мы всегда за Россию, и наши братья сегодня воюют за Россию на Донбассе. Я сам лично доброволец 2014 года. Общественный деятель Нарсул Квициня также высказал свое мнение по поводу общественно-политической ситуации в стране. Я обращаюсь к сотрудникам милиции, я обращаюсь к сотрудникам СГБ молодежи, я обращаюсь к Министерству обороны. Я обращаюсь, мы сегодня находимся в таком ситуации, когда надо уже высказать свое мнение, то, что мы видим, власть старается нас в путаницу, в паутину какую-то ввести, запутать нас, и запутав нас, подкусывая, проверяя нас, то Пицунда, то Аибга, то форелевое хозяйство, то недры, много чего здесь можно переписывать, много чего здесь можно сказать. Это не ихняя собственность, это наша, народная. Почему не хотят они отдать? Я знаю много ветеранов войны, которые квартиру снимают. Так отдайте эту землю ветеранам, воинам. Они знают, как построить и что сделать. Отдайте землю тем лицам, которые семьям погибшим, которые без квартиры сегодня находятся, ютятся сегодня. Почему им не хотят? Нет, мы должны продать или там на 49 лет каким-то образом земля наши, самые лучшие кусочки земли. Эта земля не продается, эта земля, она находится, и нарушать Конституцию никому не позволено. Представители Союза ветеранов и граждан Абхазии Аяйра сообщили, что 9 сентября состоится открытый съезд их союза с участием всех желающих, где будут обсуждаться пути выхода из сложившейся ситуации. Алика Трапш, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.